На повестке дня коллегии Министерства образования и науки 6 вопросов и один из главных – обсуждения проекта образовательных стандартов для абхазских школ. Первый раз эти стандарты были приняты еще в 2006 году, однако они должны постоянно обновляться с учетом современных реалий. Поэтому перед Институтом педагогики была поставлена задача разработать новые образовательные стандарты для всех школ республики, а именно создать комплекс нормативов, предъявляемых к педагогической деятельности. Основные изменения коснулись учебных программ. На основании новых стандартов уже идет работа по обновлению учебно-методического комплекта. Она будет завершена к новому учебному году. Мы разработали стандарты в целом, в общем, по начальной школе. Туда входит и абхазский язык, абхазская литература, русский язык и русская литература в национальной школе, стандарт по математике, по всем учебным дисциплинам в принципе. Также нами в институте был разработан стандарт по абхазскому языку для неабхазской школы. Да, это уже со 2 по 11 классы. Также были разработаны стандарты по истории Абхазии, опять-таки для среднего звена, все учебные дисциплины. Замминистра образования и науки Медея Чингелия рассказала об итогах аттестации в общеобразовательных школах республики. Судя по результатам, учащиеся особенно ответственно отнеслись к подготовке к экзамену по абхазскому языку и литературе. На коллегии были подведены итоги 15-й юбилейной спартакиады школьников, проходившей с 24 мая по 19 июня, в рамках которой более 1000 детей состязались по 14 видам спорта. По итогам спартакиады в общекомандном зачете сборная города Сухум, как и в прошлом году, стала победителем. Сборные команды Гагринского и Гудаутского районов набрали одинаковое количество очков. Но у Гагринской сборной первых мест оказался больше, чем у Гудаутского, в связи с чем она заняла 2-е место. Гудаутская команда довольствовалась 3-м местом. Затем следуют Гальский, Чемчирский, Тхуарчалский, Гулрифский районы. Замыкает круг Сухумский район. Специалисты Минобразования провели проверку учебно-воспитательной работы в дошкольных учреждениях Галского и Гульрифского районов. А в школах Гудаутского района было проверено качество преподавания предметов биологии, химии и географии. На коллегии были обсуждены результаты. В целом анализ был достаточно коротким, потому что охватывал период с 27 ноября по 7 декабря включительно. За это время были проверена вся основная документация школ, а также проведены срезы и выявлены, так сказать, недочеты, и дана методическая характеристика каждым недочетам и возможным особенностям. Плюс ко всему также дана, так сказать, небольшая рекомендация по поводу их исправления. Кроме того, на коллегии был принят проект о порядке аттестации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений и утвержден план работы Института педагогики на 2019 год. Гугу Цавардания, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.